Тимур Рахматуллин, вам слово. Расскажите о проекте, расскажите о себе. И идем дальше. Хайрлы Кишгуслар, салам алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Добрый вечер. Сразу скажу, что посвящен организации, посвящен вообще татарам Москвы, как вы дружно живете, как вы быстро организовались. Я буквально на днях попросил Лию собрать людей, и она очень быстро организовала. В тот же день уже сказала, что будут такие-то люди. Честно говоря, приятно удивлен. Что касается проекта «Миллиард татар». Вы впервые запустились, получается, первая у нас новость вышла 12 января 2021 года. «Миллиард татар» — это медиапроект, который работает, как уже представила Лилия, под эгидой агентства Татмедиа. Можно сказать, относительно независимые, поэтому позволяем себе какие-то шалости, которые не позволяют себе другие СМИ. Естественно, основа — это наш сайт milliard.tatar. Также у нас есть Telegram, Facebook, ВКонтакте, в ТикТоке, и еще в Инстаграме наши странички. Где-то больше народу, где-то меньше. Мы, скажем так, не занимаемся накрутками. Все, что там есть, сколько там тысяч, это все наши подписчики, живые, реальные. Где там они где-то поддакивают, где-то спорят, где-то там чуть ли не матом нас кроют. В принципе, это нормально. Естественно, все это модерируется. Что касается тем, которые мы хотели бы сегодня обсудить, я обозначу 3 темы. Может быть, еще какие-то дополнительные возникнут, если будет время. Хотя сомневаюсь, но тем не менее. Первое — это перепись татар, перепись населения, прошу прощения. Оговорка по Фрейду. Перепись населения, которая буквально на днях уже стартует. Второе, как и чем живут татары Москвы. Хотел как раз у вас об этом тоже узнать. Татарское сообщество. Мне уже тут частично Рустам уже рассказал, что какие здесь мероприятия проводятся. Но я думаю, вы еще подробнее об этом расскажете. И третий вопрос, все-таки, который вдруг неожиданно для нас тоже назрел. Для нас появился мишарский вопрос, потому что сами для себя удивляемся таким новостям, что мишари якобы это отдельный этнос, отдельный народ и прочее. Причем это идет, как я понял, не от самих мишар, сколько от каких-то внешних сил. Думаю, мне тоже тут представители, я так понимаю, тоже есть выходцы из Ульяновской области, Пензенской, Нижегородской областей, скажем, те, которых называют мишарами. Может быть, сами скажете, все-таки татарами или нет. Если у вас какие-то вопросы касательно именно проекта «Миллиард татар» есть, тоже задавайте. Если нет, то давайте, может быть, перейдем как раз к повестке, чтобы не затягивать время. Поскольку у нас время буквально 1,5-2 часа, если можно даже представлять, поскольку я сейчас не знаю, со многими вами, к сожалению, не знаком, буду очень рад, если представитесь. Да, пожалуйста. Вы о себе расскажите немножко, как возникла эта идея и что это значит, Это потом, сейчас уже основная у нас перепись. Давайте по тематике. Давайте минутку тогда все-таки «Миллиард татар» только уделю, если хотите узнать. В принципе, это все на сайте есть, но давайте все-таки. «Миллиард татар» проект возник вообще, идея возникла еще за год, за 2 даже до этого года. То есть мы 3 человека, 3 журналиста. Это, можно сказать, самый главный мозг, двигатель все-таки Арслан Мирвалеев, это медиа-менеджер, главный редактор сейчас нового проекта сайта «Снег». Это бывшие события недели Татарстана, это татмедиевский ресурс. Второй человек — это Рустам Шакиров, это тоже очень профессиональный журналист, очень опытный Рустам Шакиров. И я, в принципе, тоже журналист. Работал раньше в Уфе, последние 6 лет живу уже в Казани, и поэтому пишу уже больше в Татарстане, живу и татарскую тематику. Вопрос, как возникло, да? В принципе, поскольку какие-то периоды работы вместе трудились, в принципе, у нас тоже назревало что-то, создать некое такое сообщество, которое бы объединяло татар, чтобы как-то могло сплотить, рассказать о нашей истории, подсказать, кто мы, откуда мы, отвечать на какие-то вызовы. Как-то консолидировать татар. Что же такое татары, с чем нас едят? В принципе, если кратко объяснить. Более того, мы обратили внимание, что вообще последний год-два пошло какое-то разделение между татарами, нашими, казалось бы, братьями, башкирами, например, да, или нагайцами. Всю жизнь, казалось бы, мы ближе, татары-башкиры, казалось бы, никого нет. Но последний год-два уже пошло какое-то неадекватное деление. Татары отдельно, более того, какие-то северо-западные появились уже якобы башкиры, или северо-западный диалект, которых мы все-таки считаем татарским языком, или людей, которые живут на северо-западе Башкирии, татарами. В принципе, отвечаем как раз на эти вызовы, но при этом стараемся все-таки вести в конструктивном русле свой диалог, свою полемику. В принципе, я красненький все-таки писал. Если еще вопрос есть, то задавать. Если нет, то давайте перейдем тогда к первому пункту повестки.
Ну, тогда перепись населения. Если у вас вот, перепись населения стартует в этом году, да, вот впервые за последние 11 лет. Она, как уже Лили представила, переносилась уже третий раз переносилась. Сначала должна была в 2020 году провестись, потом в апреле этого года, потом в октябре, теперь уже октябрь-ноябрь. Вот, перепись населения, естественно, является важнейшей акцией, важнейшим фактором для учета для любой страны. Вот, поскольку мы здесь представляем все-таки татар, нам все-таки важно узнать, сколько нас на самом деле. Потому что очень часто обращаешь внимание в каких-нибудь русских движениях, там какой-нибудь Евгений Фаилев Файзулин, там, или он русский говорит, там, крещен, там, с крестом каким-то, там, и говорит, я русский, или там с фамилиями, там, Губайдулин, Гиндулин, там, Насреддинов, и они почему-то представляют себя русских. Казалось бы, почему? Там на лицо даже не видно, что немножко какие-то азиатские черты, но русские. Вот, поэтому важно все-таки в переписи населения, как они себя обозначат, такие люди. Потому что очень часто даже люди из смешанных браков, например, там, у кого-то мама русская, кто-то татарин, или наоборот, мы же сами татары друг друга называем, а это манкурт. Татарский язык не знаешь, манкурт. Вот слово стало каким-то просто ярлыком нехорошим. Вот. Я не думаю, что Чингис Айтматов, когда в известном произведении вот эту легенду о манкуртах приводил, я не думаю, что Чингис Айтматов, кстати, сам половина татарин, половина киргиз, которого жену звали Мария, кстати, вот, именно такой оттенок вносил в это слово. Вот. Тем не менее, перепись пройдет. Что в итоге останется? Сколько нас будет? Останемся ли мы второй по численности нации России? Или третий? Может быть, нас украинцы обгонят? Может быть, чеченцы там, или, не знаю, башкиры? Вот. Поэтому очень важно все-таки узнать. И очень важно тоже, чтобы татары, те, кто действительно является татарами, ну, нам чужих не надо, скажем так, нам главное самих себя сохранить. Вот. Естественно, от того, сколько татар, уже будут приниматься уже дальнейшие политические и другие решения. Вот, в том числе социальные. Вот если кто-то хочет по переписи высказаться, пожалуйста, я буду рад вас услышать. Рашид. Давай. По переписи. Может представиться тоже. Ассаламу алейкум, миссионермесис, kardeşler, öğreticiler. Benim ismim Рашид Сапуков, Джафарулы. Я являюсь председателем татарской автономии района Люблино. Это эпицентр татар города Москвы. Из-за чего я говорю эпицентр? Потому что у нас в районе был детский сад татарский. Я говорю, что было, потому что с гордостью этого сейчас скажу. Татарская школа, 2 молельные комнаты мусульманских и исламский институт. Я говорю, вот, да, я хотел бы, чтобы такое было в каждом округе, в каждом районе. В течение 20 лет я сталкивался, вот мы в 2018 году как раз со штабом, когда к нам приезжал Василий Сахравиевич, первый раз избрался председателем ВКТ, и в доме Ацадулаевых собрал всех представителей татарской общественности, и мы вот со штабом, и как раз было, кажется, Татинфо, ваше, да? Татинформ был, да, как бы мы втроем подняли этот вопрос. Почему поднял? Потому что я постоянно сталкиваюсь, проблема наша, где бы я, в какие бы двери чиновника стучался, и вот у нас, я говорю, 2 проблемы в Москве сейчас. Я говорю, почему в Москве? Это несоотношение реального количества татар по числу переписи населения 2010 года. В 2010 году было написано 149, а реальное, даже сам тогда, будучи мэром, Юрий Михайлович Лужков, он говорил, примерно татар в Москве проживает в то время уже 800 тысяч. Да? Вы представляете соотношение, какое да, количество, 149, где 800 тысяч. А второе, политическое нашего народа, вот перепись, потому что перепись имеет огромное значение, да, потому что это государственные, все муниципальные организации ссылаются на это при выделении бюджета, при выделении разных мероприятий, опять же, школы, детские сады. Если у нас будет реальное количество, мы скажем, что в Москве не 149, а 800 тысяч, тогда мы можем смело в каждом округе требовать школы на официальных, на, да, как бы то, что нам это дает право Конституция Российской Федерации, федеральные законы, детские сады. Вот об этом говорю. Перепись — это один из основных документов. Это, я говорю, не то, что нам нужно, говорят, да, лучше качество, чем количество. Нет, в этот момент нужно нам сейчас в течение месяца, нас будут кормить в течение 10 лет, имейте в виду. Нам нужно сейчас количество, самое первое, потом количество преобразовать в качество. Перепись — это один основной. Я всегда сталкивался, потому что когда я прихожу, даже проводить любые мероприятия, они говорят, а что, где у вас, какие татары, здесь что проживают? Когда у меня нету основных документов,
Потому что чиновнику нужен документ. Вы говорите, без бумажки ты никто. Когда у меня будет документ, что в Юго-Восточном округе проживает не 3000, не 5000, а 40 тысяч татар, тогда я уже смело могу с ними разговаривать, потому что 40 тысяч, это значит 40 тысяч налогоплательщиков, которые платят, и у которых налоги выделяются из этих налогов, должны мы. Потому что согласно переписи, тогда у нас, вы представьте, не стыдно, я с Нижегородской области, да, как бы село Комкино, даже вот у нас в районе, Феркачевский район, имеется татарское радио. Вы представляете, а Москва, где миллионное уже татарское население, у нас не то что телевидение, радио, у нас даже газет нету московских, которые для московских татар, потому что это один из основных видов средств массовой информации. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Исходя из этого, вы должны понимать, мы должны, если у нас будет телевидение, радио, то тогда у нас, скажем, да, более уже, как говорят, народ более воспрянет, молодежь более подтянется, когда мы можем уже раскрыть всю нашу, да, как бы и другим, и для себя, всю нашу культуру, всю, да, как бы, всю ту красоту нашего народа, не только один раз в году Сабантуй, да, на Коломенской, для Москвы, а если мы каждый день будет, да, телевидение, почему нет для нас канал, вы понимаете, первый, второй, третий канал, это федеральные каналы, мы государственный народ, мы, да, как бы являемся коренным народом, мы имеем право, тогда нужно, мы можем требовать квоты на предоставление, чтобы наши передачи были в этих каналах, чтобы могли мы, как бы, высказать свое мнение, что чего, чтобы нас услышал не только, да, там, как бы, Москва и Татарстан, мы могли, наши представители, Москва это огромное количество, пласт нашей интеллигенции, у нас сколько профессоров, сколько огромных ученых, я так думаю, мы заслуживаем этого. Перепись это один из основных документов. Я потому что в течение 20 лет сталкиваюсь с этой проблемой. Я и говорю, у нас две проблемы на сегодняшний день в Москве у татар. Это несоотношение количества татар, да, которые указаны в переписи, реальному, и второе, аполитичность нашего народа. Нам одели тюбетейки, нам сказали, народ, как бы, пляшите, пойте, савантуйчики, но нас немножко отодвинули с политики. Я хочу понять, чтобы у нас первое, это сейчас перепись, и второй, чтобы наши представители были, как бы, согласно переписи, тогда мы можем требовать квоты законодательных, законотворческих и во всех представительских органах города Москвы наших представителей, чтобы как наш народ имел представлять свои интересы языка, культуры, также и духовных ценностей. И я хочу, чтобы на примере нашей и другие коренные народы это поняли, не только для татар, я и другим народам говорю, побольше, да, мы должны друг другу в этом, я не националист какой-то, я хочу, чтобы просто для меня хочется, чтобы мои дети гордились, что у нас огромная история, мы могли по телевидению, в радио оповещать это, не только в каких-то вот буклетах между собой. Все, спасибо. Вот это, перепись это один из основных вопросов, которые у нас качество перейдет в количество. Я говорю, нам нужно сейчас и еще хотел сказать, перепись сейчас основана после 2018 года, анкету сделали очень усложненную. Имейте в виду, я обращаюсь к своим соотечественникам из Халакабзга, 11-14 вопрос. Самый первый пишите татары. Вы поймите, после этого прям усложнили эту анкету. Я не знаю, в связи с чем. Раньше было попроще. Это подвох. Да? Это подвох. Раньше было в паспортах написано. Вот хочу своим сверстникам сказать. 11-14 пишите. Татары, без разницы. Ваш ребенок, знаете ли вы русский, татарский, не знаете, пишите. Если вы не напишете, вы не уважаете своих дедов, отцов, которые до этого момента вас как бы, да, как бы вы в этой жизни появились благодаря им. Все, спасибо. Молодец. Кстати, вот обратите внимание, что в России и только в некоторых странах пишется национальность. Например, я спрашивал в Иране, как там у них национальность никто не спрашивает, или в Турции, да. Не знаю, может по каким-то политическим причинам, может быть в Турции боятся, что там курдов окажется больше, чем они там считают. Тем не менее, вот в России пока есть такая возможность указывать свою национальность, можем указывать. Сейчас уже нет возможности указывать свою религию, вот, ну хотя бы национальность, хотя бы то, что мы считаемся этническими мусульманами. Вот, хотя бы из этого уже, может быть, дальше будет что-то учитываться. Вот, если есть еще кому-то что сказать, я прошу. Сейчас я выйду, я, наверное, Еще Рашид 11 и 14. Ну, можно я два слова Анкете скажу? 11, 14. Гаяр Искандеров, да, Содружество татар Москвы. Значит, я хочу сказать, что перепись это все-таки формальная операция. Формальная, да, вот, записался, не записался. Вот. Я думаю, что татары, которые осознают свою татарскую принадлежность татарскому народу, да, миллятчилик каларда болса, вот, они, конечно, отметятся в этой переписи. Конечно, многим, может быть, надо подсказать, где надо что-то сделать, где записаться.
Ну, а вот сам Милләтчилик, сам национализм, он должен воспитываться годами. Понимаете, в чем дело? А для этого у нас базы-то настоящей-то и нет. У нас и автономия работает, значит, как-то неправильно, понимаете? Региональная автономия, вот татарские организации там возмущаются, так? Мы не развиваем свою национальность, национальную идентичность. Ну, как здесь Вот. К сожалению, многие татары ассимилируются, да, им не интересно, особенно молодежи, знать свой язык, называть себя татарами, им не интересно, даже, да. мало. Образ татар, значит, в центральной прессе даже, по кино, вот фильм «Орда» возьмите. Татары там представлены чуть ли не людоедами, алкоголиками там всякими, понимаете? Это всевозможные провокации со стороны православной церкви. Так? Нас пытается, вот православная система, значит, пытается нас вообще христианизировать. Уже здесь проводились в Москве такие мероприятия, так? Вот. Ну и так далее. То есть везде как-то образ мусульман, он как-то становится отрицательным, а это связано напрямую с татарами. Вот. Поэтому в информационном направлении, конечно, вот правильно Рашид сказал, нам нужно что-то иметь. Но, к сожалению, государство здесь нам не помощник. У нас есть самодеятельные, значит, сайты. Вот, кстати, сайт «Миллиард татар» это действительно ценный, очень полезный ресурс, так? Вот, Бигзор Ахмесызга. Вот. Но, к сожалению, вот так и на этом мы и кончаем. И Татарстан, надо отметить, тоже, кстати, не очень-то, значит, внимательно слушает наши предложения. Мы давали предложения по концепции татар, вот, и по другим вопросам, но реакции почти никакой. Вот это важно было вот заметить, понимаете? Вот ведь у нас был проект «Большой Татарстан». Куда он делся? Был проект. Мы хотим быть гражданами Татарстана. Мы должны иметь двойное гражданство. Почему нет? Татарстан это государство по Конституции. Да? Мы бы с удовольствием были бы. Но все, проект закрыт. Сейчас вообще идет, честно говоря, вот республиканский статус все уменьшается с подачи, кстати, федерального центра, поэтому Да. говорить о государственности, это можно, конечно, заявлять, мечтать об этом, но мы сами понимаем, в какой стране живем, поэтому... И стране живем, которую мы создаем. Которую мы создаем. Мы государствообразующий народ, и, значит, федеральных тех же Мы наших отвечаем за депутатов эту сидят. страну. Это значит вина их, значит не тех депутатов выбираем, которые не могут отставить наши права, которые институт президентства не смогли отставить, институт языка, который не могли отставить. Да. Значит, надо пересмотреть наших депутатов. Молодых надо, хватит по 20-30 лет людей. У человека ресурс 5 лет работать, но не 25 лет депутатом сидеть. Он уже все, это я говорю, это ресурс, это как каждый человек, это ничего, я не оспариваю чьи-то данные какие-то умственные, но просто надо понять это. И просто я хочу, вот по поводу переписи, я хочу, чтобы наши представители татары побольше сейчас записались в переписчики. Это оплачиваемое. Пускай наши студенты идут, пускай мы должны руку на пульсе держать, что мы должны изнутри понимать, как это она совершается. Давайте мы как-то выйдем, и ваши, и наши сайты, скажем, это обычный заработок. На месяц может человек, у кого работы нет, он записаться, еще за это будет деньги получать. Давайте мы своих студентов, да, скажем, которые, чтобы они побольше участвовали в этом деле. Когда наш народ будет участвовать в этой гуще, тогда мы поменьше дадим для искажений. Тогда мы будем в гуще понимать, где какие, что там, что творится, как она изнутри эта каша варится, а не только с наблюдателями. Давайте мы такой ключ дадим, чтобы наши граждане, если которые сознательны, чтобы они пошли и записались в переписчики. Так, давайте это внесем в резолюцию сегодняшнего круглого стола, да, что мы используем все наши информационные ресурсы для призыва молодежи, Все возрастов, не только молодежи. желающих Меньше поучаствовать, заработать и принять участие, собственно, в судьбе собственного народа. Да. Так, еще есть кто-то, И, кто хотел... собственно, не столько заработать, Да, сколько да. быть реальными наблюдателями. Так же, как за выборами в Госдуму наблюдаем, чтобы все было объективно. Вы понимаете, я вот по принципу своей любознательности, мне, конечно, не надо было деньги зарабатывать, да, по принципу своей любознательности, предшествующей перепись населения, я пошла руководителем переписи в районе. Так, И знаете, с чем столкнулась? Обязательно нужно сказать, что кто вы, что вы. Дня Юсуфовна Каримовна у нас заслуженный человек, депутат. Не буду говорить бывший, потому что не бывает бывших депутатов, как мне сказали все депутаты, с которыми я общалась. И это человек, который руководит нашим клубом «Гиппократ», заслуженный врач России.
России и много еще регалий. Прекрасный человек, поэтому, да, вот сейчас, пожалуйста, продолжайте. Я просто телеграфным стилем все мысли, которые вот возникли, когда была объявлена сегодняшняя повестка, да, как раз я хотела призвать. Пойдите, пожалуйста, наблюдателями, потому переписчиками, не только наблюдателями. Переписчиками. Я столкнулась с тем, что местный муниципалитет нас обязывал заниматься приписками. Иначе, говорит, мы не получим финансирование. Ну и по другим там политическим вопросам, для себя, следовательно, они могут подтасовывать и другие результаты. Понимаете? Вот об этом. Это одна мысль. А другая мысль. Откуда взялась цифра миллиард именно татар? Говорят, нас в мире там сколько, 10 ли миллионов, дай бог, да? Это наша задача? Это вопрос. Это наша амбиция, это желание. Замечательно. Это стимул для роста. Замечательно. В связи с этим, я рассказать? телеграфным стилем, друзья. Я вас поняла. Все, я поняла. Маленькую ремарочку просто. Почему миллиард татар, да? Да. Многие над нами смеются, почему миллиард, вы там Да. щеки там себя раздуваете и так далее. Вот слово миллиард и слово милли, да? Миллиард. Народ, нация. Вот. Вот, да. Все верно. Вот как. Смотрите как. У меня есть другая версия. И при этом, да, Гайрабы Хорошо. уже другое озвучил. Друзья, шутки шутками, но в одном из своих интервью Иван Охлобыстин говорит: я мечтаю о таком времени, когда вся Россия будет состоять только из русских людей. Переводи из иудеев, потому что он охлобыст вообще-то. Да? Следовательно, друзья, он проговорился о политике, которая вообще проводится. Насаждаются однополые браки. А үзләре матур гына гаилә корып, 3-4-5 бала табып, менә шулай тормышым шулай туры килде. 10 ел Яһуди академиясында укыттым. Беләсезме? Бөтен укытучылар Яһуди, бөтен студентлар Яһуди, бер мин татар, Аллага шөкер. Бөтенесе авыз ачып тыңлап торалар иде бөтен лекцияларымны. Ул минем турында сүз түгел, татар халкы турында сүз. Беләсезме? Нәрсәгә шаккатадыр? Уже студент буларак, уже 2 бала табалар. Хәзерге аспирантларым, аның диссертация яклыйсы бар, әллә диде эшләре бар. Бу тәне ире белән аерылышып йөри, 3нче баланы таба. Беләсезме? Вот так вот. Шулай итеп алар үз милләтен саклап киләләр. Шунлыктан без шундый тәрбия бирергә тиеш балаларыбызга. Беренчедән, 40 кисеп килдем улларыма, минем улларым гына инде, кызым юк. Только татар кызына иләнегез, только татар кызына иләнегез. Аллага шөкер шулай булды да. Хәзер башларына тукыйм, күбрәк бала табыгыз, күбрәк бала табыгыз. Значит, уен түгел, мин үземнең һөнәрем буенча медицинская демография дигән шундый бүлек бар безнең фәндә, име. Значит, һәрбер гаиләдә иң кимендә 3 бала булырга тиеш, милләтне саклап калыр өчен. Менә Рустем Карамович белән шулай туры килде. Бүген как раз шушы темаларга сөйләшеп утырдык. Вот Рустем Карамович как раз шундый мисаллар китереп куйды. Уже Германияның мәктәпләрендә 3тән 2 өлеш төрек балалары утыра икән. Ай берничә өлеш кенә уже немецлар, беләсезме? Значит, шунлыктан дуслар. Бу менә переписьне гына әйбәт уздырык дигән сүз түгел. Чыннан да җир шарында миллиард татар булсын өстендә без эшләргә тиешбез. Чыннан да кем әйтеп узды да? Метроны төзүчеләр арасында бик күп татар кешеләре булган. Һәм Метростроевец дигән газета татар телендә чыккан заманында Мәскәүдә. Значит, шундый хәлләр булган. Менә сезне тыңлап утырганда, моның турында әйтим, тегенең турында әйтим дип шунсы. Вот про рождаемость әйттем инде, что называется. И, конечно, национальная самоидентификация. Дуслар, менә перестройкалар вакытында шундый лозунг бар иде. Начни с себя, име? Без менә үзебездән башларга тиеш. Без, значит, белемле булырга тиеш. Илтифатлы, кеше арасында, значит, әдәпле һәрвакыт име? Әйбәт белгечләр булырга тиешбез. Безнең милләткә үзенә бер төрле уважение булырга тиеш. Чыннан да. Мин каядыр тоже әйткән идем. Әйтәм, бигрәк тә әйбәт укыган лекцияларымнан соң җанымны чорнап алалар да,
Tatarga övrüle başladılar bitinisi de. Birisi kelip ayta, "Bilesizmi? Benim hatınım bir Tatar." İkincisi ayta, "Bilesizmi? Benim bir devaniyim Tatar idi bir yaktan." Şulay aytıp, mine özleri Tatarlığın kilisinçe bilgileysileri kile, aytıp uzasıları kile. Şuna göre biz mine özümüzden başlap, özümüz şunday bulsak, Allah bilse, bizning milletke de hürmet üseşek, tağı da üseşek. Bulay da Allah'a şükür. Правительствоda da, məriyada da Tatarlarımız var, amin bir hürlük bizning için. Şulay bit. Şunluktan da her birimizden. Endi o üst kişine kelip kirsen, o'zida bir doверие, bilasizmi? Men hozir Rustam Karamovichda davolanam. Mana shunday doверие, shunday bir yaqinlik. Men butan kishiga даже доверять etmasayim masalan. Вот такие дела. Значит, bag'itlar и tag'in, значит, mana shu Рустем Фаизович Ямалеев тезеген штаб татар, да? Вот как раз Москва татарлары тормаша дейсізме, большое значение біз айтабыз. Вот подобных очагов, білесізме. Бітін ішіңді ташлап, теге 40 ішің ташлап 40 яққа шығарсың мұқаршаларға дей. Бізді Рустам Софеевич қаршы алып тұра, шулай тұрып. Просто значение этого вот стажа. Тагын телеграфным стилем говорю, потому что это большое значение имеет. Федеральный закон о сохранении народов Крайнего Севера. Bir kim даже bilmiyor, что есть такой федеральный закон, да? А бүтән милләтләрне нигә сакларга тиеш түгел без? О сохранении народов Крайнего Севера. Минем фәнем шунды, минем лекцияда руководители здравоохранения утралар. Ой, за голову хватаются. По этому закону мы столько должны тратиться на здоровье этих малочисленных народов, то говорит, все начинают записываться в эти народы, а у нас уже денег столько не выделено на оздоровление и на прочие вот мероприятия. И еще, друзья, есть федеральный закон о народах, о языках народов Российской Федерации. Так что там столько льгот расписано, вплоть до того, что официальные документы там на 2 языках должны быть. Вот такие вот вещи, друзья. Так что это все фактически, даже в законодательном порядке, Эллафашан уже язылы біткен, да? Қағазда язылы біткен, тормышқа, ашырылмай тормышқа. Значит, о сохранении там каких-то видов растений. Ул амурский тигр на сакларга, нища миллиард акча уже выделилось там, да? Сколько там разворовали, я не знаю. Тигрица, одна тигрица 3 родила, значит, о, наши программы работают. Простите, это тигр работает. Денис, Вот спасибо вот. большое. Да, Очень важные мысли. пункты, да, очень важные пункты, тоже внесем это все. Особенно вот раскрытие всех этих законов, о которых вы рассказали. Да. Во всех общественных организациях, во всех автономиях эти законы нужно популяризировать, рассказывать о них, подробно изучать, чтобы, ну, собственно говоря, каждый татарин знал свои права, как представитель одного из народов России, да, и чтобы этим можно было как-то апеллировать к каким-то своим свободам и возможностям. Спасибо большое. Еще, пожалуйста, по этому вопросу, либо... Мне хотелось просто Тимур, уточнить, да. тут мне представили, что Дания Ханум, она является депутатом, или была депутатом. Была. Вот, тут тоже вопрос о политике, о представительстве татар в органах власти. Я как раз в связи с этим хотел задать вопрос, может быть, вы мне ответите на этот пункт. Много ли вообще татар представлено в органах, скажем так, в районных заксобраниях или в Мосгордуме? Отвечаю, в Государственной Думе сейчас 50 депутатов, 15 от Татарстана. Нет, А я из них татар? спрашиваю про Мосгордуму, я не спрашиваю Госдуму. Госдума В там именно все Мосгордуме вообще известно. никого нет. Казалось бы, тут говорили, что там чуть ли не 800 тысяч, да, там по некоторым оценка, что 1 миллион даже татар, да, или, скажем так, людей, потомков татар. Кімде Иван? Вот шардан была, біздің проблемалар шардан. Керек институты молодых, как бы, да, политиков, хороших ораторов надо подготовить нам. Должна быть школа хороших. Еврейларда, яхуларда еш бақтану говоряталар. А бізде көтәлер до 50 лет или ешке цикация, имеш политикой заниматься. Политикой заниматься нужно уже в школе, біздің татарларға, чтобы школдан цикация, он стремился быть как бы депутатом, стремился муниципальника, потом городскойга, городской там федеральника. Бізде нету института, бізде
больше как бы нам привили институт тюбетейки, танцы и савантуя, но у нас отняли политику, безга привили, что политика грязное дело. Нам привили, да, как бы ценности перевернули, как бы нам. Рашид, вариант. Вариант то, что Вариант. безга заниматься молодежью и побольше, какая-то институт или школа должна быть своих кадров политических, которых могли свободно работать законодательно, законотворчески, могли представлять наш интерес. У вас в Люблино есть школа. Есть там какие-то занятия на эту тему? Нет. Школа нет, это Можно школа сделать общегородской. Йок, безга керек, не выйти от городской, выйти от бюджетной. Надо, как у Татарстана керек, ковать. Это, говорит, кузница кадров. Без них должны кадры свои, которые национальные кадры. Если без них кадров бомаса, без них не услышат. У нас есть 14 комиссий при президенте, 14 потом каких-то там, да, есть ОФ, общественный российский фонд на, как его, не сегодня, на 14, не, вообще федеральные округа, потом бар советы, а советы, они все консультативные, аларны прислушивается без них президент, а ол советта без них ике татар кешесе, берсе президент Миниханов, ике Башкириядан президент, аңлайсыз мы, 3%, если мы даже говорим 3%, согласно переписи населения 2010 года, значит 3% без них кешлер должен анда болырга, если в одной комиссии только 15 комиссий, в 15 комиссиях 400 человек, значит 400 кешеден должен квотированный 3%. Сколько было 400 кешеден 3%? Это было примерно, да, где-то 12 кеше біздің бар ма комиссия? Йоктар. Также и в других представительных органах, в Совете при президенте. Йоктар, а без квотированы, мы имеем право. Яхудар, арменер, бетонный бар. Яхуды, они 0,1% евреев находятся, я против них ничего не имею. Это, да, 0,1%, которые согласно переписи. Но в этих советах они почти что 50%. Проблема ясна. Проблема то, что Проблема не в этом, да. пока наши не будет там представителей, мы не сможем свой язык отстоять, потому что есть совет, комиссия по языкам России. Если этой комиссии не будет, то наш язык на уровне вот штаба мы никак не отстоим. Только тогда, если по национальности... Пусть ты говоришь. Айдар Халим не айтте. Татары самый кирякский народ. Вот без белябес нәрсе киряк, а нәрсе штелге білмейміз. На самом деле, біз татарларның образование тысяча башлады, бізге халықларға кірсек. Культурабыз біздің какая? Культурада тысяча башлады нектір. Вот. А еврейларны күсе, аларда көп кешелер с высшим образованием Баксагасанда. Процентов 80 вот. Вот. А без тысяча. Вот. Бізде вот хлопки, хлебантуйлар, вот что бізде шатлык, шол гына. Совет по национальностям. Совет по национальностям, без них кешер не представлен. Совет по языкам, йоктар. Анда есть комиссия по, да, как бы, народу, без них хал йоктар. Есть совет по казацкому. Как ее, казацкий, да, как бы? Да. Комиссия. Гельмоденов тоже. Совет казачий, это халы какой-то, это народ, что ли? Второй государственный оборот у нас нет, а у них есть комиссия по казачьим. Вы представляете, что секерай. Мы пока, если законодательный, законотворческий, да, он комиссия, совет, да, ОНФ это, он берет, федеральный округ. Сигизм уникими. Уник округ, без них Приволжский округ. Приволжский округ это эпицентр татар. Саратов, Ульяновск, Нижний Новгород, без них Пенза, да, где самый большой преобладание татар. ОНФ-та без них не представлен. Анда почти что тоже Челябинск, да, когда Дюзильный Кеше представители, это представляет, значит, это федеральный округ. А он федеральный округ, там без них Баркишегина, Минихан, он везде не сможет успеть. Значит, без Гакерак, почему? Без них второй народ, который, и не имеем в этих, об этом говорю, эти советы основополагающие. Аларга основывается, Алар пишут конституцию, Алар бетонизирует федеральный закон о превенции Татарстана. Это они все вносят. Если Анда Баркиши без них отстаивает наши права, это институт президентства не только Миниханова касается, институт президентства касается татар халкы знабит. Имейте в виду, за этим словом президентства бик күп мәгънәсе. Ол безнең наша свобода, наши права и свобода. Если не только там Миниханов потеряет. Миниханов, да, он был президент и ушел, никакого. Ну, халыковыз от этого. Институт языка профукали, все, али институт президентства. Если мы не сможем, тогда у комиссия была, чтобы они руку на пульсе держали и там отстаивали наши права. Хорошо, почему? Понятно, по кругу. Шолсы. Спасибо. Да. Рахмет. Тимур? Если по переписи, если кто-то еще хочет высказать, например, есть, существует довольно-таки популярная точка зрения о том, что перепись вообще не нужна. То есть, какая разница, с кем мы запишемся, все равно там. Или за нас что-то порешает, главное, чтобы сколько нас посчитает людей и все, и так далее. Если вообще даже уберут графу национальность, от этого что-то изменится? Вот как вы думаете сами? Вот как... Тимур, вдогонку, представьте, пожалуйста. Физул Марат Абзалдинович.
Центр татарской молодежи Акбарс был не раз сначала молодежный клуб московский, потом Центр татарской молодежи Акбарс, потом автономия Центрального административного округа, национальной культуры. Вот Рашид правильно сказал, надо растить кадры. Школа парламентариев должна быть. При том же Конгрессе татар такая структура должна быть. Талантливых с регионов молодых людей посылать туда, в Казань, и чтобы Между при собой Конгрессе была родственников. школа парламентариев, чтобы мы могли кадры на места отправлять. Конгресс не должен быть у нас сабантуйно-праздничный, а он должен работать на процветание нашего народа. Работает. Вот я каждый год... Реальных лидеров надо готовить. Гульнара Яруллина каждый год Конгресс татар, молодежный ИДЭЛЬ, да, тоже есть молодежный центр в Казани, каждый год проводит школу лидеров. Есть такие школы при Конгрессе. А Москвидан где-то я не видел, что кого-то Москвидан я штыляр, а кого-то вот, может, между собой кого-то собрали для своих, как депутатов нет. делают. А кемнер, Как? Для Москвы. Фигюзмен кишедан, беркишегена, фингена. Нет, у нас еще есть молодежь едет, активно ездит, каждый год мы ездим. Вот я, как представитель штаба татар А другая Москвы, молодежь. у нас ездит Автономиялардан я не вижу. Ни одной автономии. Бери автономия, бери председатель, который работает, нету там. Можно молодой человек Могу высказать? дополнить, да. Я Представьте только. Хужахметов Марат, представитель молодежного движения Конгресса татар Москвы. Я совершенно поддерживаю вас, что кузница кадров нужна. Вот, и по моей инициативе мы создаем в Конгрессе татар Москвы. Сейчас будут выборы в общественные советы при ФАИВах. Вот, и мы, соответственно, создали конкурс, по результатам которого будем выдвигать своих кандидатов из молодежи, из значимых, так скажем, татарских деятелей и культуры, и, в общем, всех, кто поддерживает татарскую национальность, культуру и язык, в общественные советы. Вот. И социальный лифт — это немаловажно. Почему людям интересно там больше на Сабантуе ездить и чай с чак-чаком пить, для меня до сих пор непонятно. Я, например, как выходец одной из партий, для молодежи, вообще я не знаю, что касательно молодежи в Татарстане, но в Москве для молодежи всегда стоял острый вопрос социального лифта. И я пришел в организацию именно с этим вопросом, решить вопрос социальных лифтов, чтобы мы могли представлять в органах государственной власти свои интересы как нации, национальности. Вот. И поэтому есть такой проект, но он в зачатках, он в начинаниях. Нам нужна, наверное, ваша поддержка, всех вас, и, возможно, можно будет собрать отдельное координационное заседание расширенное Конгресс татар Москвы и обсудить этот вопрос. Потому что мы сейчас боремся, но аппарат самого Конгресса татар Москвы, он формируется, и зачастую на одних плечах эти задачи. Вот. И если бы там мы могли сделать ответственные лица, закреплять за какими-то вопросами и затем закреплять команду, поделить ответственность на всех, то вместе бы у нас получилось. Извините, что вмешиваюсь. Вот, мы уже, кстати, плавно перешли ко второму пункту, да, вот чем живут татары Москвы. Вот вы сказали, Конгресс татар, это специально взят такое название, как Всемирный конгресс татар, или это... Нет, название взято не специально. На этот вопрос, мне кажется, лучше ответит исполнительный директор Конгресса татар Москвы. Вот, и по этому вопросу можно будет с ним пообщаться. Ну, я от себя скажу, что Конгресс татар Москвы, возможно, будет в будущем соединен со Всемирным конгрессом татар Москвы, со Всемирным конгрессом татар. Вот, и Тут не от меня это зависит, вот, я лишь представляю молодежь. Пока независимо держитесь. Да. Это не моя зона ответственности. Прошу прощения, добавлю по поводу Конгресса татар Москвы. Это новая структура, которая сейчас в стадии оформления, но она уже начала свою работу. Это не противопоставление Всемирному конгрессу татар, это скорее помощь Всемирному конгрессу татар в объединении московских татар, московского региона, то есть Москвы, Московской области, да, то есть московского региона в целом. Потому что здесь нет представителей, например, Всемирного конгресса татар, да, вот, например, в Челябинской области есть, где там я еще была, в Уфе есть, да, представитель и офис Всемирного конгресса татар. В Москве этого нет. У нас есть полпредства, у нас есть татарские автономии.
И вот мы посчитали необходимым такую создать структуру, да, в которой будут объединены татары Московского региона и будут, ну, можно сказать, представлять те интересы, которые преследует и Всемирный конгресс татар, да, но уже здесь. Ну, вот так, ремарка просто. Да, Спасибо большое. И в коем разе это не противовес Всемирному Нет. конгрессу. И еще по поводу, я был одним из, как бы, да, вот тоже активистов, что в этот конгресс, почему мы говорим, татары Москвы, что такое? Вот Татарстан, там татары, Татарстан, только большинство жителей Татарстана, а в Москве объявит вся Россия. Челябинские, Нижегородские, Сибирские, Пензенские, Мордовские. Все татары, это концентрация российских татар в одном месте. Это 800 тысяч московских татар, это значит 800 тысяч российских татар. Вот об этом, из-за чего мы говорим конгресс. Это не только местечково, это не москвичи, это значит я из Нижнего Новгорода, Марат из Чувашии. Ульяновск, Пенза. Корни. Это вы представляете, это Москва, это больше здесь значение татар, потому что здесь, говорим, мы в курсе всего. Здесь вот собираемся, каждый знает, что там в Мордовии случилось, в Нижнем Новгороде, Ульяновске, а в Казани пока дойдет, а здесь уже полностью об этом говорю. Вот мы, исходя из этого, выходили, что конгресс татар, что здесь эпицентр татар России и Татарстана и всего. Мы не можем противопоставлять себе татарстанцам, это наша частичка. Мы просто хотим, чтобы ускорять, мы хотим помощи, да, ВКТ, чтобы коэффициент полезное действие ВКТ еще намного больше увеличился. Вот исходя из этого, никаких противоборств нету, мы не собираемся, мы хотим возродить нашу нацию во всех уголках. В российском масштабе. Москва, это, считаю, это намного больше значения имеет даже, чем Татарстан для татар. Потому что большинство татар живет за пределами Татарстана. А здесь вот эти все большинство да, как бы региональных татар здесь живут. Об этом говорю, вот это хорошо, вот это надо понять. Мы, наоборот, всегда только со всеми. Казань бояться не должна нашего конгресса татар Москвы. Да. Она, наоборот, должна приветствовать такие образования. И тогда ВКТ поднимется в разы быстрее. И, как бы, да, и значение нашей нации намного больше будет. Мы не должны никогда противоборствовать, мы должны всегда идти на компромисс. Понятно, бывает в некоторых ситуациях мы должны, да, как бы эго, говорить, свое эго, ради если нации работаем, мы должны понять, без милитаризации, я не для себя, не для... Некоторые люди, может, хотят себя в этой сфере поднять свое имя, но бисмилляет, алям. Аллах Та'аля говорит, да, как бы, всем по намерениям, если у нас намерение чистое, альхамдулилля, это во всем, как бы, бывает хорошее. А если намерение у человека возвысить себя на этом уровне, это уже, да, как бы, время показывает. Она. Руслан, со стороны ВКТ есть какие-то попознания в вашу сторону, какие-то, не знаю, широкими объятиями, может, к вам идут, или наоборот, они как вас сторонятся? У нас идет возрождение дружеских отношений с ВКТ. Возрождение. То есть до этого... Возрождение дружеских. Они немножко с опаской как бы увидели... Не, они нету, там много людей, у них много амбиций. Мы не можем как бы в одном человеке как бы аффилировать ВКТ, Нет, потому Потому что... что от первого лица... Давайте так, Нет, мы я могу активные сказать, в чем участники причина. мероприятий Всемирного конгресса Посещаем татар, постоянно. да, мы всегда их освещаем, Гости. участвуем в Да, них, то да. есть у нас, как это, вот в семейных отношениях бывает, прохладца иногда пробежит, вот у нас такое было, а теперь все хорошо. Нет, я вам хочу сказать точно, значит, что, значит, почему штаб татар был исключен из ВКТ. Их обвинили, штаб татар обвинили в содействии Демократическому конгрессу России, создание организации такой. Но как известно, что вот собрание Демократического конгресса России произошло на чистых на Патриарших прудах, там в кафе было. И Руслан Айсин, он провозгласил вместе с Шевченко о том, что мы создаем Демократический конгресс России. Здесь в штабе мы провели несколько круглых столов по защите, по сохранению татарского языка. И все. Но конгресс татар обвинили в том, что он создает Демократический конгресс России. При этом Руслан Айсин молчит. Вот это обращение его, которое было у него на сайте, оно у нас опубликовано, у него уже стерто с сайта. Вот и все. Конкретно все документы есть. Почему Всемирный конгресс это не понимает, я даже не представляю даже. Вот. Можно отсюда просто прийти к мнению, что финансирование. Всемирный конгресс финансируется, правильно? Он финансируется Республикой Татарстан, государственной структурой.
Естественно, если какая-то еще структура, например, Конгресс татар Москвы, будет разовьется до такой степени, что бурно будет деятельность, естественно, нам нужно будет финансирование. Более того, Василий Поэтому Конгресс, наверное, боится, что отполовинит у него бюджет конкурента. Поэтому, естественно, лучше конкурентов не иметь, а их задвинуть. Понимаете? Финансово, все дело в деньгах. Не, просто говорит, Так, ребят, давайте вот есть конкретный факт. что и Его надо как, да. расследовать. Вернемся к повестке Да. круглого стола, пожалуйста. Ну, мы уже перешли, в принципе, уже ко второму пункту, уже Давайте. обсуждаем это. Вот я просто Давайте. хотел тоже у вас узнать отношение, потому что я сейчас просто объясню. Я сам, поскольку родом из Башкирии, вот, естественно, с Башкирией мы очень тоже тесно взаимодействуем. Где-то дружим, где-то часть башкир, скажем так, профессиональный башкир даже бы сказал, на нас как-то очень плохо реагируют, про нас что только не говорят, что мы там откуда-то финансируемся, работаем в интересах там западной разведки или еще что-то там. Что там с башкирским спикером, который выступает с нами за дружбу, мы там платим, там, не знаю, по 60 тысяч за то, что они выступали. В общем, много всего удивительного узнаем себе. Вот, причем в преддверии переписи, вот этот бред, я не побоюсь этого слова, бред и чушь, вот о себе со стороны отдельных башкирских активистов мы это все чаще слышим. Вот, хотелось бы узнать просто здесь, как вы с башкирами взаимодействуете. У вас тоже какое-то охлаждение отношений или все по-прежнему так же чинно, благородно, мило? Гульнара Ярулина, координатор штаба Татар Москвы. Мы, наоборот, объединяем татар и башкир вместе. У нас и все соцсети так и называют: штаб Татар и Башкир Москвы. Мы максимально за объединение. Мы никакую вражду не вносим. То есть у нас и клубы тоже татаро-башкирские, Гиппократ, вот Даниил Юсуфовна подтвердит то, что у нас и татары, и башкиры. Мы приглашаем всех, мы рады всем и максимально только за объединение. Не ходит к вам? Они ходят к нам. Угу. То есть нет такого опасения, я сейчас озвучу, как у них опасения, вот у некоторых, что татары, часть башкир запишут на себя, перетянут на себя одеяло, что такое великотатарский шовинизм, вот, и что башкиры растворятся среди татар. Ну, конечно же, возможно, есть какие-то такие поползновения, да, но мы максимально стараемся с этим бороться, и чтобы у нас никакого такого холодка не было, и мы как бы всегда за то, чтобы татары и башкиры всегда были вместе, и мы за объединение. Если есть какие-то такие течения и направления, мы наоборот их принимаем к себе и максимально хотим вот этот момент сгладить. У нас есть опыт общения с башкирскими организациями. Здесь я была в представительстве Республики Башкортостан, хотела как-то наладить такие дружеские связи. Не то чтобы получилось. То есть вроде как бы они могли бы быть, но все-таки не состоялись. Я думаю, что это общая политика какая-то уже большая, да. Я была в Курултае Башкир в Уфе. Посещаем. То есть мы тоже, да, и Гульнара тоже была в Курултае Башкир, да, в Уфе. То есть мы общаемся, но, скорее всего, повлиять на большую политику в этом вопросе, там, лично у нас, например, вряд ли получится. На территории, вот здесь, на площадке штаба Татар Москвы, вопрос каких-то разногласий, перетягиваний и так далее, вот, я думаю, он вообще не стоит. Башкиры говорят спокойно на родном башкирском языке, татары говорят на татарском, мы прекрасно друг друга понимаем, дружим, и у нас вообще никак не делится, там, вы башкиры, вы татары. Из Уфы отлично, кто-то еще из Уфы обнялись, поздоровались, поменялись контактами, и все хорошо. То есть, возможно, потому что мы не в Башкортостане, например, да, или не в тех областях, которые граничат, там, Татарстан, Башкортостан. У нас нет такой острой проблемы здесь. Да, потому что, возьмем, наверное, глобально, Москва — это многонациональный город, и здесь, так как Рашида бы тоже сказала, здесь эпицентр всех народов, национальностей. Здесь нет такого, что только вот Татарстан, Башкортостан — это Башкортостан. У нас здесь, начиная от кумыков и заканчивая малыми народами, нас посещают. Наша элита. И у нас самая главная задача, конечно же, объединить и всех татар и башкир, а не наоборот какие-то вносить распри.
Более того, добавлю, здесь у нас вообще, так сказать, центр сближения тюркских народов, проживающих в Москве. Штабе татар. Да, здесь у нас уже образовалось тюркское сообщество народов, проживающих в Москве, а это и мусульмане, и христиане, есть тюркские народы, да, здесь у нас есть клуб предпринимателей тюркских, то есть мы стараемся объединять, сближать, находить точки сближения, соприкосновения и взаимопомощи максимальной, какая только возможно. И об этом, кстати, говорят большие люди. Вот, допустим, в Уфе Талгат Таджудин, например, когда я рассказывала, да, Верховный муфти, да, когда я расспрашивала, чем мы занимаемся, я рассказала вот о тюркском сообществе, он сказал, молодцы, именно в этом направлении нужно работать, нужно сближать все народы, естественно, тем более тюркские. Поэтому здесь у нас задачи очень большие в этом плане, и я знаю, что диаспорам, сообществам, землячествам тюркских народов, проживающих в Москве, эта идея очень нравится, они с удовольствием к нам приходят и участвуют во всех наших мероприятиях. Так что гордо скажу, что мы молодцы. Да. Нет, ну, вообще-то мы считаем, что между татар и башкир мы считаем одним народом, на самом деле. Да. Вот и все. То есть у нас нет разницы. Только башкирам об этом не говорите. Вот, нет, вот мы говорим, мы один народ, вот и все. Нам нечего делить на самом деле. Вот если бы татары и башкиры были бы дружны в Башкортостане, они многого бы достигли. А в результате, получается, в результате этих расприй получаются русские, в конце концов. Да, в итоге теряют вот. и татары, у нас и есть башкиры. ансамбль, у нас есть ансамбль Актермя башкирский, знаменитый ансамбль, замечательный просто. Так вот, в этом ансамбле участвуют и татары. И, кстати, вот последний концерт они провели в доме Асадулаева, и репетиции свои, потому что Башкортостан им почему-то не предоставил полпресса там помещение, понимаете как? Вот. На Сабантуях мы тоже вместе, по-моему, татаро-башкирский Сабантуй в Москве. То есть аэрмайок. Минде там, это вот башкир-татары. По идее, вот моя семья связана с башкирами. У меня племянник башкир, моя тетка за башкира, у них семья уже дети башкиры. Мы связаны, это единый народ. Я хочу сказать, в течение 500 лет башкиры-нагайцы в освободительном движении нашего народа, они были плечом к плечу. Арнаргакерек, это наш братский народ. Никаких не может быть, никаких расприй. Вот этим, которые, я не знаю, людей, пускай не лучше, пускай татарин запишется башкиром, чем не татарином, не башкиром. Я только горд, мои родственники, этот народ для меня как свой, я не разделяю, тогда башкира. Вот это искусственно, кажется, высосано из пальца, вот эта проблема. У нас других проблем, Что у нас? Все татары на башкир, что ли, переписали? Посмотрите, количество татар, которых не хватает, да, мы говорим сейчас, посмотрим, которые, вот, 149 в Москве, остальные, что, 600 тысяч, это башкирами, что ли, записаны? О чем мы говорим? Какое отношение тогда к башкирам? Давайте мы оставим это раз при другой. Мы должны реальными вопросами заниматься. Она искусственно выводит из того, что вот, согласно переписи даже, вот понимаете, 149 тысяч, говорили 800 тысяч. И сколько, где 600 тысяч? Что, башкиры? Что мы на башкиры-то пошли? Это моя семья, мои родственники, я не могу плохого ничего сказать. Мы один народ, как ГРБТ. Мы должны это понимать и не поддаваться вот разным. И штаб ради этого работает. Огромный вклад. Трли, разные эстрадные певцы приходят, их ученые эти, за одним столом сидим. Вот штаб это как бы один из видов, как можно правильно себе консолидировать. И никакие. Бывают разные вещи, да, но мы можем за столом эти вопросы решать, а не выводить в ссоры из избы. Это ни к чему. Спасибо. Я просто думал, кто-то может еще высказаться, потому что сейчас могу пока тоже только добавить про да, это. Тут вопрос, раз такой обсуждается, мне кажется, что это такой политический виток. Я как представитель обоих национальностей, и башкир, и татар, у меня отец башкир, мама татарка, и я, кстати, из Уфы, из Стерлитамака, такого города, где делают соду, который у вас у всех дома есть. Я никогда не замечал среди молодежи, чтобы делились на башкир, татар, русских, или чтобы кто-то кого-то притеснял, такого нет. Скорее всего, это такая какая-то война башен и политика, все. Среди народа нет каких-то расприй внутри и каких-то притеснений. Ни в Москве тоже не замечал, ни на родине у себя. Вот, поэтому эта проблема, мне кажется, действительно надуманная и, возможно, проблема, которая отвлекает нас от явных проблем, которыми надо заниматься. Да. Спасибо. Друзья, просто я хотел, чтобы еще кто-то, может быть, высказался, поскольку одни и те же, конечно, очень мудрые мысли говорите, очень правильные, практически со всеми согласен, вот, но, может быть, вы... Ну, и я немного добавлю. Давайте, представьте. Да.
Хисамов Тауфик, я являюсь Да, с вами редактором. переписывались. Да, мы с вами переписывались, портала в Фейсбуке Татарское историческое общество, также являюсь главой общества краеведов, татарских краеведов, да, при полпредстве Татарстана. Я связан, конечно, с медиа-сферой очень активно, но вот дополню по поводу башкир и татар, просто сам активно принимаю участие в таком тесном общении с башкирами, мы играем там каждую неделю в футбол с ними, и такой проблемы вообще нет, я тоже считаю, в Москве, и она исключительно политического характера. Ни разу я не слышал от башкир, которые говорят исключительно там, в моем даже присутствии периодически на башкирском языке, чтобы возникали проблемы на национальной почве в адрес татар. В прошлом году мы проводили большое мероприятие «Коммерческий Сабантуй на воде», куда можно было попасть только приобретя билеты. И там было очень много представителей башкир, и приехали из Башкирии, из Уфы, несколько групп, которые выступали. И один раз они нам задали вопрос, а как у вас как бы татары и башкиры с друг другом взаимодействуют, да? На что мы как бы удивились вообще, откуда это возникло, потому что здесь прекрасно все могут существовать друг с другом. И никогда, ни разу я не встречал, что были какие-то конфликты. У меня мой личный вот друг, товарищ, с кем мы вместе учились, башкир, он сейчас возглавляет полпредства Башкирии в Турции, Марат Ансыкужин. Вот мы с ним вместе росли, я бы сказал, в таком татарском, наверное, больше в татарской среде, он активно участвовал в наших мероприятиях, у нас было сообщество в университете, но мы его тоже позиционировали как татарско-башкирское, хотя он был единственным башкиром в нашем сообществе. Вот. И ни разу никогда не было каких-либо проблем. Вот. Все проблемы, которые мы слышали о взаимоотношениях двух народов, они исключительно шли либо со стороны Татарстана, либо со стороны там, политических структур именно из Башкирии. Даже полпредства Башкирии в Москве сколько раз приходили на все сабантуи, ни разу никому, ну, я не знаю, по крайней мере нам, ни разу ничего не заявляли, а с удовольствием участвовали во всех татарских мероприятиях. И в том числе поддерживали и финансово, и поддерживали различными проектами своими. Поэтому, на мой взгляд, это скорее такая, да, надуманная история, которая разыгрывается вот именно в отношении двух субъектов. Искусственно. Да, нежели вот межнациональных. Вот Женя На хотел... бытовом уровне этого нет, можно сказать, да? Ну, вообще Ну, в Москве, наверное, может быть, Ну, стоит это говорить, да, разжигается, в активно Москве. разжигается. Не, ну просто вот далеко не ходить. В 93-м году, раньше в Измайловском парке на поле народных игр мы организовывали сабантуй, просто татары были. Ну и башкиры приходили, смотрели. И потом уже в 93-м году мы вышли на Юрия Михайловича Лужкова, полпредства Башкортостана, полпредства Татарстана и Духовное управление центрального региона Раиль Гайнудин. Мы написали письмо Юрию Михайловичу и сделали татаро-башкирский праздник. Городской праздник, финансируемый из бюджета Москвы, и он до сих пор проходит. И ничего, нормально вместе проводим праздник. Не было, Казахи что не башкиры участвовали? отдельно сабантуй делают, татары отдельно. Мы все вместе собрались, все сделали, и прекрасно каждое первое воскресенье июля, как Юрий Михайлович сказал, первое воскресенье июля в Москве будет проходить татаро-башкирский праздник Сабантуй. И две республики участвовали, и всегда мы дружно проводили, ходили, они к нам в шатер ходили, мы к ним в шатер ходили. Руководство Башкортостана ходило, здоровалось с руководством Татарстана. То есть татаро-башкирский праздник вот с Измайловского парка, вот как мы начали, так он и проходит. Казахи Дружно и много вместе. участвуют в ваших мероприятиях, в том числе Сабантуй? Сейчас начали. Да, активно. И нас приглашают, и к Сейчас нам начали. приходят, да. Ну, Воздействие. с нагайцами, наверное, чуть другая ситуация. У них есть, во-первых, разделение. Это кавказские нагайцы, да, и астраханские. Вот. И скорее я просто вот в историческом, как бы в таком информационном поле часто встречаю именно со стороны представителей кавказских нагайцев определенную такую агрессию, я бы сказал, вот именно в адрес татар, вот, связанную с тем, что якобы татары пытаются их ассимилировать. Вот. Но со стороны как бы астраханских татар я подобного ни разу не встречал, и скорее наоборот, многие себя ассоциируют больше с татарами и пытаются даже интегрироваться, понимая, что вот есть такой большой пласт культуры в лице татар, который может им дать достаточно много.
И поэтому вот этот конфликт, который сейчас, последние несколько лет, я замечаю в информационном поле, потому что на наш портал постоянно приходят разные статьи, такие достаточно резкого характера, имеющие под собой обычно исторической такой вот научной мысли и так далее. Но эта проблема, опять-таки, она исключительно политического характера. Вот. И к ней, конечно, нужно внимательно относиться в информационном поле, но вопрос в том, насколько она влияет на массы, мне кажется, не сильно влияет. Вот. И это исключительно связано вот с этими предвыборными, поствыборными какими-то событиями. И, наверное, это уйдет все на нет, на мой взгляд. Вот кроме Сабантуев, чем вы еще живете? Вот кроме вот курсов татарского, вот это хотел тоже, может, кто мне об этом подробнее расскажет. Третий вопрос. Нет, это второй все вопрос. Чем живут татары? Третий вопрос у нас будет уже о Мишарах. А вот смотрите, именно в этом штабе существует несколько клубов, деловых клубов, где люди реально по повседневной своей жизни, в своем бизнесе поддерживают, помогают друг другу. Ну, например, клуб «Гиппократ», президентом которого я являюсь. Собираются молодые врачи, собираются студенты старших курсов, и реально мы там, значит, или там работу найти друг другу, или поступить в ординатуру. Вот все обращаются друг к другу, переписываются в чате, да, и идет реальная поддержка. Вот в чем дело. Не просто ля-ля-ля тополя, а реальные дела. Так же, как деловой клуб 16, например. Бизнесмены идеями обмениваются, какие-то совместные проекты выстраивают. Вот просто здесь функционирует несколько клубов. Вот у нас. И они живые, они работают не для галочки. Да вы что? Сейчас у меня в ординатуре вот учится на моей кафедре реальный член нашего клуба. Пожалуйста. Потому что вот я, скажем так, работал в Башкирии, да, в Татарстане. Ну, я сейчас не буду называть все организации, сами догадываетесь, которые представляют определенные народы. Вот у них созданы какие-то клубы, какие-то объединения, какие-то отделения. Вот, и какие-то мероприятия, честно говоря, проводят. Вот, ну, придешь на них, посмотришь на это. Вот, что-то там, да, вот, что-то там кто-то что расскажет для галочки. Да, реальными делами. Вы к нам завтра приходите с мафией познакомитесь, с татарской. Смотрите, у нас очень много клубов, всех распределений. Когда мне начала говорить, вообще в нашем клубе, так как у нас штаб татар уже более 24 лет, 25 лет скоро будет, мы, как основной косяк, из-за чего он был создан, кадровый вопрос решался всегда, изначально, да, и всегда были вопросы, вот у нас и ответвление у нас сейчас, клуб врачей «Гиппократ», деловой клуб «Масштаб», у нас на нашей базе штаба татар клуб «Аксакалов», тюркские объединения, да, также у нас клуб бизнесменов тюркских, то есть всегда есть запросы на разное создание разных клубов, и мы всегда открыты к этому, то есть мы всегда идем навстречу и открываем вот новые ответвления. Вот у нас также, Лилия сказала, завтра у нас, например, на постоянной основе есть клуб мафия, татар-мафия, да, как у нас многие, наверное, пугаются этого слова татар-мафия, но все же каждую мафия означает семья с итальянского, так что нормально все. Да, и каждую среду, например, на постоянной основе мы собираемся играть игры настольные, и то есть мы практикуем татарский язык максимально, стараемся разговаривать на всех диалектах, как бы это смешно не было, я максимально всех заставляю говорить на своем языке, откуда бы он ни был, начиная там с Чуваши, из Нижнего Новгорода, из Пензы, у каждого есть свой диалект. Смешно проводится, да, смеются, но все-таки они практикуют свой язык и не стесняются этого. И вот в этом есть уникальность нашего клуба «Татар-мафия». Нашему клубу уже более 3 лет, и на этой базе молодежный, да, он в основном клуб, на этой базе у нас очень много, мы также проводим мероприятий, мы выезжаем вместе в другие города, в другие страны, и как бы у нас свое комьюнити уже. Создаются новые пары, создаются новые проекты также, и они об этом говорят. Очень приятно, когда нас приглашают на свадьбы. Вот
порядка 3 недель назад мы все вместе, у нас было 30 человек делегации из Москвы, мы поехали на свадьбу в Пензу. И то есть как бы мы друг друга поддерживаем, и мы вместе коммуницируем всегда. То есть это не просто на словах. Колоссальная работа проводится, это еще только то, что я знаю. Половина того, что я не знаю, говорят все вокруг и доносят. Это очень приятно, когда до нас доносят. Но не все, конечно, доносят. Не все хорошие дела, они как-то, наверное, говорятся публично, да. Но работа огромная проводится, и все это видят. То есть такого, что на Студенческое словах нет. сообщество. Каждое воскресенье у нас якшанбе яшляр күні. То есть каждое воскресенье мы стараемся новых студентов, которые приезжают, поступают в Москву, в институты, мы их привлекаем. И здесь у нас такое сообщество, где также другие студенты помогают им вот в эту среду, да, в московскую огромную среду приобщиться к этому городу. Не каждый способен, переехав из маленького города, из того же там, из деревни в Москву, приехать в огромный город и тут социализироваться и понять вообще, что здесь, как здесь. И таким образом, создавая такие комьюнити, мы очень помогаем всем татарам, башкирам в Москве. Смотрите, вот вы уже штаб татар существует уже 24 года, да? У вас тут уже созданы какие-то свои такие микрокомьюнити, свои клубы, да, общества, вот молодежные какие-то вот подразделения. Все-таки хотелось узнать, вот среди вот этого молодежного актива создаются ли семьи? Вот Я же говорю. Да, вот что в Пензе, да. Пригласить на свадьбу. Его надо пригласить на свадьбу. Сами создали. Он убедился своими глазами. Я просто слышал про свадьбу, это все-таки здешний парень на здешней девушке женился, или просто кто-то вот где-то там женился и Самое к себе главное, пригласил. что татары с татарами. Да. Конечно, у нас создаются, у нас есть примерная статистика, порядка 15-20 семей в год создается, потому что это еще, это примерно, который я знаю. А по факту даже не все говорят. Да, есть такие, как свадьбы, которые мы уже отслеживаем, смотрим, то, что они поженились, но они так втихую поженились, а мы даже об этом не знаем. То есть, и очень радостно, когда нас приглашают на свадьбу. Я же говорю, вот 3 недели назад мы все вместе, 30 человек из Москвы поехали на свадьбу в Пензу, в Кузнецк, и там была свадьба на 170 человек. И как бы вот понятно то, что в Москве провести такую свадьбу, не каждый, наверное, возьмется, а в Пензе вот они решили провести в Пензе, и мы все вот также поддержали, 30 человек из Москвы поехали в Пензу, чтобы поучаствовать и поддержать нашего активиста. Да, он активист, понятно, что он тоже создатель клуба как раз татар-мафии, и таким образом мы вот поддерживаем нашу молодежь. Вот что такое штаб татар Москвы. Так, можно еще вот сказать? Вот я не в штабе татар, я, значит, другой немножко организации, но мы работаем совместно со штабом татар, сайт МТСС.ру вот у нас. Так? Значит, молодежным движением мы занимались где-то лет 25 тому назад. Пожалуйста, новая генерация уже должна была И где-то 7-8 лет вот собирали молодежь регулярно. Правда, без таких денежных средств, без ничего. То есть молодежь сама скидывалась, собиралась, и тоже очень многие переженились. Мы пытались вовлечь молодежь не только вот в игры какие-то там, но и в общественную работу. Так? Вот, к сожалению, значит, вот активности среди этих людей, значит, там переженились, по несколько детей у всех, значит, дружат между собой. А вот в социальной активности, вот в продвижении наших идей, в общем-то, достаточно мало кто заметен, понимаете, в чем дело. И вот сейчас тоже, вот у нас молодежь собирается, мы несколько раз собирали подписи в защиту сохранения языков, там, в защиту там, адвокатов, которых вот наказали, значит, Дагира Хасалова в частности, вот, Махмуда Хазрата, который тоже посадили, да? Подписи нету. Ни врачи не подписывают, ни молодежь, никому не интересно. Понимаете, в чем дело? То есть социальное, значит, это социальный вот этот выход из этого всего замыкается только вот на этом узком сообществе. Понимаете, вот свои интересы и так далее. А политической воли-то, политическую волю мы не воспитываем.
И вот, кстати говоря, мы здесь собирали как раз и представителей тюркских народов. Благодаря Рустаму Файзычу, который представил площадку такую хорошую, к нам приходил Архан Джемаль, вот как раз по защите языков, да. И вот он высказался, что нужна политическая воля, чтобы сохранить язык. Ну, чтобы тысячи татар поднялись одновременно и сказали, да, вот нам нужно сохранить язык. И этого нету, понимаете? Вот мы на сайте собираем подписи. 50, 60 подписей. Вот, пожалуйста, Наиль тоже вот это самое мучается. Мы просим дистанционное образование. Все по закону. Законы-то мы знаем. Мне не нужно учить законы. Вот говорят закон. Мы знаем эти законы, но они не выполняются. Вот в чем дело-то. Вот, поэтому нужна еще какая-то вот из всего нашего вот результата, вот сборища, должен быть результат какой-то, выходить. Вот, и в частности с тюркскими народами, значит, вот мы работаем. У нас, значит, есть стратегия Россия-Тюркский мир. Мы считаем, что это единственный выход для России и для нас, татар тоже, и тюркских народов. Почему? Потому что справа у нас Запад, слева Китай, да? Вот. И наша страна потихонечку, значит, начинает ее дробить по кускам. Только сотрудничество с тюркским миром, прежде всего, мы можем как-то сохраниться и сохранить свою идентичность национальную. И нужен будет татарский язык. Не надо будет звать людей, вот давайте изучайте, вам это будет нужно. Язык понадобится для работы, вот самое главное. Вот откуда язык. Вот твои национальные качества понадобятся для реального дела в тюркском мире. А тюркский мир очень высокий, глубокий этот тюркский мир. Вот. Поэтому у нас есть стратегия, мы создали общественное движение «Тюрко-татарская Россия». И вот, возвращаясь к названию вот этого сайта, что такое миллиард татар? Если представить карту Великой Тартарии, которая простирается от Индии, и плюс вот эта вот вся европейская часть и азиатская часть, там как раз миллиард татар набирается, а может и больше. Понимаете? Ведь недавно Нурмухаммед Хусаинов, вот по Татарлар, по передаче Татарлар, он говорил, что слово татар это древнейшее слово. Понимаете, оно начиналось еще и в Европу захватывало, и Египет захватывало и так далее. То есть это еще до Орды родилось, понимаете как? Вот. И поэтому вот мы спокойно сотрудничаем с азербайджанцами. Мы не только, кстати, в штабе собираемся, но еще на других площадках. Активно работаем с азербайджанцами, так? С представителями других народов. Так? И вот и главная наша задача именно сблизить Россию и тюркский мир. Понимаете, любой ценой. У России две головы вот на гербе. Одна русская, православная, другая должна быть тюркская и мусульманская. Вот тогда у нас будет конкуренция реальная. Если есть реальная конкуренция, тогда получается какой-то выход. Понимаете? Иным способом не добиться. Вот. Вот поэтому вот у нас вот такая вот глобальная концепция. Вот. А дальше идет уже развитие. Понимаете, нам вот надо развивать. Вот Марат Танцикур, кстати, это вот ученики Агдаса Бурганова. Так? Два ученика. Агдас их очень любил как раз. Вот. Ну, каждый на своем месте постепенно делает это движение, но, к сожалению, очень медленно. Что касается Татарстана, он эти вещи как замалчивает. Мы написали стратегию татар. Пожалуйста, все, опубликовали в журнале «Краеведение», да, Эмир Исхаков. А выхода никакого обсуждения, ничего нету, понимаете? Вот, без стратегии татарский народ пропадет. Нам нужна стратегия. Куда нам идти, товарищи? Приняли же стратегию. Да приняли, это то, что эта стратегия, ее никто и это вот раз приняли и забыли, понимаете? Стратегия не для этого. У нас нет стратегии. Вот. Главное, нужна стратегия. Организации должны иметь реальный выход, понимаете? Не просто вот учить язык там или там игры какие-то играть, понимаете? А должен быть реальный политический выход. Вот. Ну и поэтому, соответственно, по всем этим разделам, там политологов надо воспитать и так далее, в общем. Но вот это вот самая главная идея. Вот я призываю как раз миллиард татар этим заняться. Да? Спасибо, Гайраб. Может быть, перейдем тогда к следующему. Вот Москва и татары, вот я хотел бы, да, как бы ложку дегтя, бочку меда. Да. Вот, по идее, я 20 лет, я больше знаю, как это работает, почему, какие вопросы, какие у нас болячки. Я говорю, штаб татар Москвы, да, это эпицентр на сегодняшний день, эпицентр жизни
московских татар. Сюда приходят без приглашения. Здесь нету номенклатуры, здесь нету, там, да, как бы ты приходи, ты не приходи. Здесь любой человек может прийти даже без приглашения, и он будет принят как свой. Я об этом говорю, вот, Гульнара говорил, да, это работа штаба, который существует за счет, скажем, финансов, не бюджетных, ничего, да, самопожертвований, вот за счет таких Гульнара, Лили, Рустамовой. А я работаю автономию. У нас вот на сегодняшний день проблема почему? В 90-х годах вот плеяда Гайрабы, где Мухаммад Миначев Абы, Газалевич уже сейчас недавно умерли, создали детский сад. Это был рассвет татарской нации в 90-х годах. 2 детских сада у нас было, которых сегодняшний нету. Вот я вам сейчас скажу, давайте я будем сейчас поэтапно. Школа, да, как бы. А по идее такой труд был. Это надо было, в каждом районе должно было быть, да, как вы говорите, по инерции должно было, по возрастанию. А без да, по идее 800 тысяч татар, кстати, и почему нету не востребованы 2 детских татар, да? Я вам скажу, на сегодняшний день у нас 14 автономий не приняты московскую, да, как бы региональной татарской автономии. 14 автономий, которые я вот, альхамдулилля, хорошо вот штаб есть, я вот татарская автономия района Люблино, я могу реализовать себя и творчество для татар только здесь. А дом Асудулай, который дом для татар, я не могу там люди себя как бы, да, смотрите, сейчас об этом говорю. Огромная, да, которая, она должна быть, у каждой автономии должен быть там кабинет, мы должны были там работать, она же для татар, а не для кого-то, а просто, да, как Фарисов на сегодняшний день, это человек, я не знаю, я удивляюсь, в апреле, когда приезжал Василий Шахразиевич в ВКТ при полпредстве, я подавал заявление, от 14, как бы, да, автономии, 14 автономий, вы представляете, 14 автономий. И вы говорите, почему? Мы, да, созданы были. Мы уже в течение 10 лет как сироты ходим. Можно кратко. Сироты ходим, да, 14 автономий, блядь, да, это районы. Мы еле как бы находили энтузиасты, которые это автономия, это значит что? Это человек готов в ущерб себе, своей семье работать ради общественности, без никаких финансовых вложений. Наоборот, он свое отдает. Вот даже в автономии, вот Абдулхак Мустафин, это плеяда, он коренной москвич, я-то понятно, 30 лет. Это человек, который за счет кого татарский народ здесь сохранился, татарская идентичность. Его брат Фархат, олимпийский чемпион, его племянница Алия Мустафина. И этот человек не может попасть в региональную московскую автономию. Вы понимаете, человек, который да, в 5-6 поколении здесь живет, и какой-то Фарисов приехал, ему говорит, ты как бы имеешь право сюда или заходи? Нет, это общественное. Может быть, мне какой-то человек не нравится или не нравится, это одно, но это общественная организация. Если когда автономия, которая позицирует себя татарами, она не работает, если функционирует, тогда у нас и детских садов не стало. Потому что где 2 татарина, там 3 партии. Нет, 3 партии. У нас детский сад, который можно было, да, они должны были, я не знаю, как мы должны на руках было носить, а их утеряли. Я обращался и по председателю. И вот я говорю, помогите, пожалуйста, мы теряем, мы как бы, да, с трудом создали. Татарстан давал 2 автобуса. Я говорю, я приходил даже в школу, когда у нас было объединение, можно было, да, детский сад объединять со школой. Но у нас как бы столкнулось амбиции у людей, как бы, да, директор школы не хочет с директором детского сада сами. Причем, я говорю, вы имеете право, может вы не хотите, это ваше дело, но школа и детский сад это не ваше. Я по председателю говорю, приходи, я пришел, я говорю, пожалуйста, помогите объединить, чтобы у нас был детский сад и это как ГАБУ. А мне директор говорит, да нет, это далеко, детский сад между нами расстояние. Я говорю, у вас же автобус есть. Татарстан выделил, огромные деньги выделил. На автобусе посадили, если что-то, какое мероприятие, привозите. Нет, не можем. На сегодняшний день это детский сад утерял. Был у нас татарский, это, нет, там, с таким трудом тоже добивались. Детский сад, это, они говорят, ну, я прихожу, ну, это компонент государства. Я говорю, ну, кэшчик оставить. Я говорю, это компонент, это юридический термин. Кэшчик, можете сегодня кэшчик, завтра солнышко. Это не юридический. Если этот компонент убрали, это значит, де юре он пропал, а де ваши кэшчики или что, это вот сегодняшний кэшчик нету. Они говорят, да, объедините. Но мне говорят, нет, это как бы не наша территория, мы не можем. Я об этом говорю. То, что нету объединенности, когда люди душой не болеет, если человек душой болеет, он говорит, автономия, мы как сироты на сегодняшний день. У нас просто времени мало уже, А там 5 автономий сидят. Да. Вот. Просто вот проблемы какие. Да, проблем очень много. Вот это одно из основных, который. Вот просто хотелось бы перейти к третьему вопросу, потому что времени уже не так много. О третьем мы говорили, по-моему. Вот. Касательно Мишар, все-таки, я так понимаю, здесь выходцы есть из Пензенской области, из Нижегородчины, из Чувашии, Мордовии, Ульяновска. Вот я уже ранее обозначил, что в последние годы пошло такое мнение, что якобы
Мишари это не татары, это некий отдельный этнос. Вот, опять же, откуда это взято? вот, я это чаще слышу от некоторых. Кто это позиционирует? Ну, разных там есть. Я могу даже назвать фамилии, там, например, башкирский историк Салат Хамидуллин, например, да, там, или Юдаш Усубов, или там некий нагайский миссионер. Ну, то есть не от татар. Нет, от татар. Более того, я даже, например, вот в этом году проводил интервью с Мукаддасом Бибасом и Хазратом, да, я у него спросил, как себя ощущаете, мишарин? Он говорит, я о том, что я мишарин, узнал об этом где-то будучи уже в юности. Вот всегда с татарином себя считал. Вот уже когда в Муфе учился там с Таджудином, у Таджудина, говорит, я тогда узнал, что он, оказывается, мишари. Вот. Есть, так понимаю, тоже есть выходцы, скажем так, люди, которые относящиеся к этому этносу все-таки татар, я все-таки так считаю. Вот, все-таки ваше мнение насчет мишарского вопроса. Кто может высказаться? Ну, давайте я скажу. Значит, Вас зовут? Гильманов Наиль. Ну, я сам мишар. Ну, то, что я мишар, никогда не мешало мне быть татаром. Я считаю, что принадлежность к мишару, мы и мишары, и татары, и тюрки, но главное, это нация, мы все татары здесь. Идентичность людей, она многомерная, и то, что существуют субэтносы или народности, это только обогащает нацию. Разные диалекты, говоры, это культурное богатство народа. Попытки разделить татар на несколько народов были и продолжаются, но прошлая перепись показала, что в отношении мишар это бесперспективно. В 2010 году мишарами записалось там 786 человек, это порядка 1/1000 всех мишар, и я уверен, что большинство из них все равно они не отказывались от татарской идентичности. Я вчера вот специально посмотрел, а где же записывались мишарами люди. И, ну, прежде всего, мишарские регионы. Пензенская область – 0. Нижегородская область – 1. Чувашия – 3 человека. Москва – 13 человек. То есть в мишарских регионах этот вопрос отделения от татар, его просто не существует. Ну, мишарами большинство, 545 человек, записалось в Татарстане. И, ну, в основном, я думаю, это в Казани. В Башкирии там целый Потому что объезжали, в Башкирии в 2010 году записалось там порядка 93 человек. А сейчас там создали целый историко-культурный центр. Ну, откуда же идет вот эта идея, что мишары не совсем татары или совсем не татары? У этого вопроса очень глубокие идеологические корни. Факт то, что предки татар с древнейших времен жили в самом центре России, он для официальной истории России был неприемлем. И поэтому, ну, он противоречил модели чисто славянского происхождения, там, с примесью финнов, модели вражды славян-тюрок и так далее. Ну, в 19 веке была выдвинута теория, что татары-мишары это предки оттатаренных финно-угров. Племя Мишарау. Да. И мишары там были выделены в отдельную народность, отдельный язык. Затем, уже в советское время, в 1944 году, решением пленума ЦК КПСС, татарская история была обрезана. Запрещено изучение и показ в хорошем свете истории Золотой Орды. Татарам оставили только в основном булгарские корни. А мишары в эту булгарскую модель вписывались плохо. И поэтому даже татарским историкам пришлось выдумывать теорию, что у мишар это немножко разные, имеют другое происхождение, что они уже, татары и казанские татары-мишары, слились в единую нацию только в XVIII веке.
Затем, ну, третье, многократно преувеличивалась роль татар Мещеры, касимовских татар в завоевании Казани, Казанского ханства. Ну, выдвигалась идея, что татары сами себя завоевали, что тоже определенным образом вызывало недоверие между казанскими татарами и мишарами. Вот это истоки, идеологические истоки вот этой идеи отделения мишар от татар. В народе этой идеи нет. Искусственная. Искусственная. История мишар слабо изучена по этим же причинам. То есть нам историю обрезали тоже до XIV века, и она представлена только как история служения татар Мещеры царю, да. А то, что было до этого, ничего нет. Ну, я сказал, что есть и другая проблема. Есть желающие разделить татар, но есть и другое, что частью татарской общественности любые упоминания о мишарах воспринимаются с раздражением, с подозрением, с обвинением в мишарском сепаратизме. Как было, например, с Фердусом Тимаевым. Это тоже неприемлемо. Как мы видим, что эта проблема надумана, но есть реальные проблемы мишар и других групп татар. Как сохранить наш родной язык, наши родные диалекты, которые никем, ничем не поддерживаются, кроме фольклорных коллективов. Не поддерживается сейчас и татарский язык литературный. В большинстве татарских мишарских селений школы закрываются. Перестали изучать татарский язык, или он сведен там к 1 часу. Татарских школ нету. Это реальные проблемы, которые у мишар существуют. История не изучается. А без сохранения языкового и культурного разнообразия, в том числе мишар, татарский мир потеряет большую часть. И еще вот название мишары важно идеологически, потому что оно привязывает нас к самому центру России. И татары, живущие здесь, должны знать, что они живут не просто в столице Российской Федерации, они живут на своей исторической земле, где их предки жили тысячелетиями. Мухаммад Миначев писал, что по преданиям истории некоторых сел мишарских насчитывает 1500 лет. А ДНК-анализ что показывает? ДНК-анализ, не будем ДНК-анализ. Всем больше не скажем. Да. Этногеномика, конечно, такая специфическая наука. ДНК не показывает изменения национальной идентичности людей. Это движение народов показывает. Движение народов. А с русскими мы очень даже близко. Здесь я просто как историк рассуждаю. Да. Здесь очень много желаний наших совмещены с, я понимаю, со спекуляцией, спекуляцией, все смешали в один котел. Здесь есть и, наверное, мы хотим себя видеть коренным народом, не знаю, или проживающим достаточно длительное время на территории Российской Федерации современной, в центре России. Я еще, с другой стороны, являюсь представителем касимовских татар. Для нас это крайне тоже важно, потому что касимовские татары — это особый такой класс, да. Как Тамир Исхаков говорит, это настоящие татары, по сути, то есть те, благодаря которым всех остальных начали называть татарами, да, но это, наверное, скорее уже такое, не будем на эту тему говорить. Но тема Мещера, она очень важна, и то, что есть много гипотез все-таки происхождения, и то, что татары, которые проживают на территории Мещера, они являются все-таки татарами прежде всего, а не отдельный субэтнос.
мишары, да, хотя, мне кажется, сами мишары иногда сами себя отделяют от татар, скорее пытаясь подчеркнуть какую-то свою особенность. Вот. А не в плане того, что кто-то пытается извне их разделить. Вот, скорее здесь наоборот. Ну, я сказал, что как раз мишары в мишарских регионах этого не делают. Да. Ну, возможно, это опять-таки мы возвращаемся к Татарстану, где существует такая проблема в отдельных кластерах проживания мишар, и там это необходимо как-то выделять, потому что я скорее эту проблему видел именно опять-таки в Татарстане, когда подчеркивали, вот эти из там, мишар приехали, они себя вот в определенной степени ведут себя таким-то образом, а это вот как бы Казанлар, да? Татарстан сам раскручивает эту... Да это так, это Это местное. же специфический национальный стереотип, что вот мишары это более хитрые, более предприимчивые, более там, богатые, вот как-то вот такая вот вещь. Не, ну это же сословное как бы вот различие, сословное. Белый кость. Ассаламу алейкум. İsa'nısız. Tatarca mı söyleşeyim, Сюда, Уруча? если Как удобно, так и говорить. Да, я вот, коль уж говорят о моих предках мишарах, я Тыртамырым мишарка. Представьтесь, Апат. Я Мансурова Нурия, Зинатуллаевна, уроженка Баку. Вы знаете, я была делегатом Первого Всемирного конгресса от азербайджанской татарской диаспоры, делегирована, и приглашение было за подписью самого дедушки Шаймилова при Сабирове. В период этого конгресса в Булгарах и потом в международном лагере «Волга» проводился круглый стол молодежи, а ведущим был Туфан Минулин. Молодежь, великолепная молодежь просто там собралась, и у меня сердце клокотало задать один вопрос. Я ведущему Минулину задала вопрос: скажите, пожалуйста, вот я татарка из Азербайджана, я владею своим родным языком, так как в Баку являюсь художественным руководителем народного ансамбля песни и танца, будучи по профессии химиком, я вот держу свое ядро вот в этом коллективе. Мне интересно, но я знаю наравне со своим языком и азербайджанский. Этим самым я показываю свою культуру и уважение той республики, которая с распростертыми объятиями приняла моих предков во время раскулачивания и гонения моих, как говорят, богатых татар. Ведь в рассыпную все бежали. А вот скажите, а есть, вы можете назвать в столице нашей исторической родины Татарстан русского, который говорит свободно, так же, как я на азербайджанском, говорит по-татарски? Минулин мне ответил: товарищ Мансурова, вы бросили бомбу замедленного действия. Значит, в общем, шорох пошел, чернинцы меня окружили. Нурия Ханумова, да, вот вы знаете, без нашлай, без этикляй, без наблай. Я говорю, я все знаю. У нас в Баку есть большой клан башкирских татар. Это большая интеллигентная семья башкирских татар, Султановы. Так они говорили: biz 100 yaşların tügeydik, bizim mekteplerini yaptılar. Мы в центр бежали, через лес, к учебе мы рвались, а нам дорогу закрывали. И мы вот приехали в Азербайджан, потому что это мусульманская тюркская земля была. Так вот потом, когда уже этот шорох распался, я смотрю, по большой тропинке идет некий Ларионов, я его не знала. Он меня окликнул: товарищ Мансурова, товарищ, можно вас? Я говорю, да, я вот Ларионов, зам директора театра оперы и балета имени Муса Джалила. Вы понимаете, я русский, но зачем мне татарский, если мои друзья татары говорят по-русски? Вы понимаете, корень зла в чем? То есть татары сами позволяют этого. Я не националистка, я интернационалистка душой. Мой отец до Берлина дошел, был призван из Азербайджана, за его плечами ленинградская блокада. Но я патриот своей нации. И на самом деле Ларионов был прав. Если мы, татары, сами на свадьбах кричим горько, ведь это по нашему фольклору, по нашему этносу не положено, это, слава Богу, и фольклорных, и написано на всех исторических наших литературах. И вот у нас большой был клан в Баку,
ученых. И я вот в прошлое наше воскресенье, когда мы здесь собирались, как бы для знакомства с москвичами, я сказала, что азербайджанская диаспора сидела такой большой группой. Я сказала, я горжусь своими татарами. Да, вы нас приняли с распростертыми объятиями, но татары мои привнесли в культуру Азербайджана немало. Первые педагоги, первые врачи, первые нефтяники, рабочая прослойка. И, наконец, первая актриса драматического театра была, и сейчас мемориальная доска, барельеф, это Марзияпа Давудова. Она астраханская татарка, и когда Узейр Гаджибеков, основоположник азербайджанской музыки, женатый на двоюродной сестре моей бабушки, это большой тоже клан Терегуловых, Муслима Магомаева бабушка, Узейра Гаджибекова, жена Маликапа, и аварского бека Гамзата Халилова. Это 3 сестры были. Так вот, хочу сказать, что надо себя так поставить, чтобы в той республике, в которой ты живешь, тебя бы уважали. И вот экс-президент, то есть отец нашего сегодняшнего президента Азербайджана, гладил моих татарчат и татарочек по головке, и мне всегда говорил Нурия, в советское время говорил товарищ Мансурова, а потом Нурия Ханум, татарский коллектив должен жить и творить. Ну и переходил потом на азербайджанский. Bizim kanımız da birdi, canımız da dinimiz de, işimiz de geleceği de bir olmalıdır. Вы все поняли, да? Поняли. Ряпа, А, да. сейчас про Мишар вот как-то, Вот к этому про Мишар. плавно Я думаю, переходит. уже мы заканчиваем. Да, Да? да, да. Ну вот Ильхам Шакиров, мой друг бессменный, 69-го года я вот закончила школу, впервые его услышала и полностью, так и так мои домашние все пели, но я влюбилась и отдала себя полностью своему татарскому народу. Не стала ни химиком и не стала петь, как, например, Аида Гарифуллина в Италии, имея сопрано великолепное. Тоже мой супруг. Я просто хотела, чтобы мои татарские ребята, девчата, знали бы свой родной язык, свою культуру. Я ездила ежегодно по 3 раза в Татарстан, чтобы слышать этот говор. Потому что Ильгам Абы мне говорил: «Ай, син Мишар кызы». А я говорила: Ильгам Абы, Мишар, башигну тишар. То есть, ну, я не знаю, это правда или нет. У нас был совет старейшин, и Шаиджан Абы Хайрдинов, репрессированный, 19 лет он сидел на Колыме, тоже башкирский татарин. Он выехал из Башкортостана в те далекие, когда Салават и Мулланур Вахид, в общем, всю жизнь воевали. Шахты Донбасса, оттуда через Астрахань попал в Баку. И он в Баку был редактором газеты «Баку из часа» на татарском. К нему приезжал сам Муса Джалил. Представляете, насколько исторические люди у нас были. Он был председателем нашего совета старейшин, и он мне когда-то сказал: «Кызым, никогда не стесняйся, что ты мишарка». Владимиру Ильичу Мишари пришли и просили автономию. А Ленин сказал, это, оказывается, написано в трудах вроде ленинских: «Пьястите, пьястите, а кто же будет пьявить татарами?» То есть Мишари в какой-то степени авангард, что ли, татарского. Я, в общем, в этом не очень глубоко вдавалась. Для меня главное была моя культура, песнопение. И, честно вам признаюсь, это не какое-то пустое бахвальство. И наш коллектив «Гюзалем», в этом году мне 70, коллективу тоже под 40. Мы были любимцами всего Азербайджана. Ни одно правительственное мероприятие не проходило без ансамбля «Гюзалем». Потому что туда ходила прекрасная, чистая молодежь. И в Татарстане сегодня, и по всей России, 70% моего коллектива. Наверняка вы знаете братьев Акчуриных. Они работают в системе МВД. Ренат Акчурин был начальником отдела информации. Ну, сейчас они на пенсию вышли, брат его в уголовном розыске. А моя двоюродная сестра, кадровик, полковник, тоже система МВД. И педагоги, и в ФСБ. Очень много моих гюзалимовцев. Я рада, что вот благодаря Рамизу Чумарину, такому же мишарину, как я попала в ваш штаб. Поаплодируем! Приглашаю на свой творческий вечер. Спасибо. Да, мы это все объявим, спасибо. Так, кто еще может? Мне вот даже... Буквально тезисно, ладно? Да, Рашид Каимов, район Береговой Москвы. Мне даже стало интересно, это повестка дня, что включили проблему Мишара.
хотя эту проблему даже не считаю, но поскольку... Вопрос скорее. Да, вопрос скорее всего, даже если он идет из Казани, значит, видимо, хотят интересно, наверное, это очень важно. И что я хочу сказать, все-таки в 20-е годы была Краснооктябрьская татарская автономия в Нижегородской области. В Нижегородской области есть 35 татарских деревень. Конечно, они сейчас выходят на нет. Язык уходит. И я думаю, что не нужно бояться мишарского диалекта, вообще мишар, потому что это целый феномен это татарской культуры. Его наоборот, он уходит. Еще пройдет лет 30, и этого не будет, к сожалению. Вот молодежь, к сожалению, не говорит на языке. Это большая проблема. Это не то, что трагедия татарского народа, и мишарского в том числе. Поэтому это то, что вы даже подняли, мне даже с одной стороны приятно, что есть такая, что о мишарах вспомнили. Пусть так и будет, да. И я абсолютно не стесняюсь, что я мишарин, говорю и по-казански, и по-мишарски. Иногда даже мне приятнее увидеть мишар и поговорить по-мишарски. Ну почему бы и нет? Главное, чтобы не забылось это, забывается, уходит это в века. Вот уже сейчас умирают люди, а новое поколение это не поддерживает, к большому, великому сожалению. Спасибо вам. Тимур, да. Можно? Да. Еще проблема есть у московских татар, это очень важно. В этом году мы отмечали десятилетие сноса соборной мечети. Да. Исторического здания этого мечети. Вот да. И 20 лет сноса башен-близнецов. Они были разрушены день в день. Понимаете как? И московские татары, конечно, очень даже, это прискорбный факт для московских татар, потому что Казань ремонтировала эту мечеть, там сделали фундаменты, все укрепили к столетию, да, а потом взяли в одночасье ее и разрушили. Без всяких... Какой грандиозный комплекс. Нет, он не мешал этому комплексу. Я разговаривал с главным архитектором, у нас все это есть на сайте. То есть Варварски была разрушена. Это явилось краеугольным камнем, понимаете? После этого начались нападки на мусульман, по Хизбут Тахриру пошли сроки большие и так далее. То есть, вы понимаете, началось с маленького, увидели, что народ не возмущается, и пошли дальше. Вот это очень серьезная вещь. И у нас вот в мусульманском мире тоже, вот надо же посмотреть, почему Силантьев является советником Альбира Кальганова. Вот тоже вопрос. Вы знаете, кто такой Силантьев? Ну вот и все. Вот давайте тоже и эти вопросы поднимать. Почему вот мы, вот и у людей, понимаете, вот как вы понимаете, спросить, наверное, не у нас. Цель, понимаете, у людей падает настроение, у меня начинается неверие, не в ислам, не в своих татарских людей, понимаете, в чем дело? Вот, падает настроение. Вот это важно, важный факт. Не умаляет достоинств другой национальности, другого менталитета, да. диалекта. Каждый должен гордиться своим менталитетом. Но должен Вы это знаете, одно. сколько героев войны... Друзья, знаю. Последнюю ремарку можно? Давайте. Очень плохо представлена история татар. Абдулахат Мустафин, правильно? Да, Мустафин Абдулахат Ахатович, да. Очень плохо представлена вообще в СМИ, в учебных заведениях. Очень плохо представлена история тюркских народов. Очень плохо представлена. То, что представлено, не имеет никакой реальности с теми событиями, которые происходили в прошлом. Вот. Все было сделано в угоду советской власти и пропаганде большевизма. Все было сделано в угоду. Переписывались книги, переписывалась история. И таким образом народ потерял свою идентичность. Да. Народ потерял свою идентичность. И таким образом это продолжается, и мы теряем наши, скажем так, ключевые позиции. Теряем язык, теряем то, что мы являемся тюрками. Нас перевели в 1924 году в татары, хотя Тартария никакого отношения не имеет к слову татар. Татар это коренное слово, да? Это этнос, да? Да, это этнос, совершенно верно, совершенно. А слово Тартария, вот, которое мы видим на карте, это потусторонний мир, то есть... Это западный. Давайте, это просто очень много версий на самом деле. Вы сейчас просто одну из версий озвучиваете, их на самом деле десятки. Почему татар, почему татария, тартари, связано ли это или нет. Вот, друзья, если не возражаете, можно завершим уже наше время. Да, время уже. Простите, пожалуйста. О мишарах еще. Закончим мишарами, да. Мишары такие же тюрки, такие же татары, как и казанские. То же самое. И не нужно разделять нас.
отделять от казанцев или, скажем, от нагайцев или от других этносов. Мы такие же, ну, как на современном языке татары, так же, как и казанцы и остальные народы, тюркоязычные. Это должно быть главным в нашей позиции, объединяющей, да, что мы тюркоязычные народы. Тимур, я попрошу дать слово все-таки молодежи. Я очень уважаю наших аксакалов. Действительно, есть что сказать по каждой проблеме. И опыт работы общественной, и умение говорить очень громко. Это похвально. А молодежь заговорила. Но мне хочется дать слово молодежи, потому что это будет финальным таким красивым аккордом в нашем сегодня круглом столе. Аккордом, который говорит о том, что молодежь татарская, тюркская, это такая молодежь, которой можно гордиться. Вот у нас есть человек, который является победитель. Абсолютный победитель международной олимпиады по географии. Абсолютный победитель международной олимпиады по географии. Мне очень хотелось бы услышать вас. Да? Скажите что-то о себе, вообще откуда вы, кто вы, да, просто мне хотелось бы, чтобы это было примером для всей нашей молодежи, да, вот татарин это вот так. Не так. Я родом из Москвы, я тут живу 17 лет, то есть всю свою жизнь, но мои родители, они татары Мишари из Мордовии, и вот поэтому мне тоже интересно про мишарский вопрос немного поговорить. Многие, вот география, которая мне так нравится, она изучает в том числе и этнографию, и о том, как формируются этносы, что это вообще такое. И многие люди, они путают понятие, что есть этнос, а есть субэтнос. То есть, может быть и такое, что есть вот народ, есть этнос, и внутри него подразделяются субэтносы. А это есть по всему миру. То есть это вопрос, мишари татары, он не исключительно для России. Такой же вопрос есть и в европейских странах, например, в Германии, во Франции, где есть стандартизированный язык, диалект. Вот, например, у нас, у татар, литературный язык построен все же на казанском диалекте, но он распространяется на весь народ. То есть люди со всего народа используют его как литературный стандарт. Вот. Но это не уничтожает того факта, что диалекты тоже существуют. И вот мишарский диалект, то есть мишари как часть татар, у них есть мишарский диалект, есть казанский диалект. Но есть еще другие остальные различия, потому как говорят татары со всего мира, на сленге в основном. Вот. И важно понимать то, что вот есть татарский народ, и внутри него есть всякие диалекты, и они нормально могут существовать. То есть человек и мишарин, и татарин. Такая ситуация есть и в Германии, например, что там народ как бы немцы, но есть баварские диалекты, и люди говорят неспокойно баварском диалекте, но знают и немецкий, основной литературный, используют его в межрегиональном общении, и при этом они сохраняют и свою и региональную идентичность, и национальную идентичность. Вот. И также может быть и среди татар, то есть человек и мишарин, и татарин, и россиянин. И это все сочетается, то есть не обязательно выбирать что-то одно, либо мишарин, либо татарин. То есть важно понимать, что есть субэтнос, а есть этнос. И не делить понятие, что вот либо мишар быть не должно, потому что если кто-то считает, что мишар быть не должно, это как бы уменьшает богатство татарского народа. Говорит. Или даже если кто-то выделяет их в отдельный народ, это тоже уменьшает богатство татарского народа, то есть его разнообразие. И я считаю, что важно хотя бы понимать, что такое есть, что нет однородности, что вот все татары одинаковые, но в том числе нет такого сильного дробления. То есть важно понимать, как это все сочетается. Здорово, спасибо огромное. Спасибо. Имя только, пожалуйста. Рустам. Рустам, а фамилия? Рустам Бегильдин. Рустам Бегильдин. Рустам, а скажите, пожалуйста, коль уж вы занимаетесь, да, вот географией, этносом, вы слышали такое ответвление татарское, как Киптяри и Буртасы? Буртасы, ну, это вот уже... у нас в Совете старейшин был, извиняюсь, да, что за... Давайте мы закончим. Если только кратко, в Каспийском пароходстве, в морском регистре, будучи офицером, выйдя на пенсию, он занялся именно вот этнографией. И у него очень много было монографий. Он доказал, что буртасы тоже относятся к тюркской ветке татар. Если кратко, можно? Да, но буртасы все же, ну, не знаю, как насчет современного идентификации, это все же исторический народ, который жил тоже в Центральной России, и многие из этих, вот из современных татар, они могут являться потомками и буртасов, и финно-угорских, и тюркских снова племен. То есть важно понимать, что есть самоидентификация народа, то, как кем себя считает, а есть, ну, этнос, да, вот кто как себя считает, а есть то, из чего все это в прошлом складывалось. То есть
вообще все народы, они редко, когда из одного чего-то выливаются, это скорее смешение. Вот, например, мишари, они могут происходить и из буртасов, и финно-угорских, в основном тюркских племен. То есть, и вот это все, да, и кипчаков, это все сформировало такую уникальную культуру. То есть это тоже важно понимать, что очень редко, когда вот есть один народ уже тысячелетия, нет, он постоянно развивается, в него что-то выливается, самоидентичность меняется. Вот. Поэтому важно понимать вот исторически, что буртасы, различные племена были, и что это потом, как они развивались. То есть, Спасибо. Тимур. Я, если позволите, завершу. Да, вот я просто хочу немножко добавить, что вообще татар это многокомпонентный народ, вы должны это понимать, что нет какого-то там единого какого-то кода татар, там какого-то ДНК татарина. На самом деле, сегодня немножко чуть-чуть буквально этот вопрос этногеномики затрагивали, какой же там R1B, там R1A или еще что-то, вот, какой же там генотип у татар. На самом деле много их. Вот, татары, потому что это всегда сформировались из нескольких компонентов, вот, и в принципе, не жили обособленно, поэтому вполне естественно, что татары выглядят и внешне по-разному. Вот, и есть высокие, низкие, светлые, темные, более монголоидные, более европейные. Вот, все-таки я, наверное, завершу этот наш сегодняшний круглый стол. Во-первых, хотел поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Спасибо всем, кто высказался или даже отмолчался скромно. Молчание знак согласия будет такое подразумевать. Отдельно хотелось поблагодарить штаб татар, особенно Лилию и Рустама Бey, вот, за то, что организовали, за то, что вас собрали, за то, что нас здесь всех усадили, дали на эту площадку. Вот, спасибо, я рад был вас всех услышать. Обещаю, что мы опубликуем, может быть, сначала какую-то заметочку о том, что прошло, и в последующем опубликуем уже, не знаю, в какие ближайшие дни, опубликуем уже стенограмму сегодняшнего круглого стола. Так что читайте «Миллиард татар», подписывайтесь на наши каналы. Спасибо огромное. Рахмат. Можно на секунду? Вот мишари и мишарики, вот это мой односельчанин, Ахмед Абу Мустафин, он уже в 90-х годах писал «Мишера, мишарики и мишари». Вот кратко, да, вот прочитаю. Кто жил мишеры здесь, как и на соседних землях, Рязанщины, Нижегородской, Поволжья, племен народов нашей страны. Финно-уйгуры, бесермены, маджары, булгары, буртасы, кипчаки, нагайцы, татары, русские, башкиры, вот кто отселял. Далеко не полный перепись, да, народу, который взяли. Можно сказать, что Мишера, это Мишера был, миниатюра, зарождение, модель будущей многонациональной России. А Мишера в истории первый раз упоминается в 1298 году. Это самый первый мишерский князь, это опять же турк, это Бахмет. Усейнов сын, вы представляете, да, как бы, об этом говорю, что вот это бесермены были, буртасы были, маджары были, как я поговорил, это все были, они куда-то исчезли, мы говорим о мишарах сейчас, мы должны хоть мишари, как бы, да, как один из этих сохранить, это вот, тоже так же были, наверное, так же были буртасы эти, но это же наш народ, мы как бы, да, жили в семье, я не могу сказать, я также, как башкирами у меня, да, семьи сплетается с этими, но потом кто он бывает, да, кто он, как себя захочет, так и скажет, вот так, наверное, об этом говорю. Вот, да, как бы, он затрагивается, вот здесь, если кому интересно, вот, почитайте, это с 90-х годов, он своим мнением, Ахмед Абу Орлов пишет, это старая книга, которая уже не переиздавался, это один из которых 90-х годов человек, да, как бы, вот о мишерах, как в мишерских землях, о мишерах, кто, какие князья были, как они, да, более подробно, вот здесь написано, я так думаю. И завершаем Конституцией нашей страны. Там написано, человек имеет право сам называть свою национальность. И при переписи не имеет права заглядывать ни в какие документы. Сам ты как себя ощущаешь, тем и являешься. Совершенно верно.